В Якутии временно перестали работать воздушные подушки по маршруту Якутск-Нижний Бестях. На реке наблюдается густой ледоход, поэтому в целях безопасности суда ходить не будут. В связи с этим с сегодняшнего дня из аэропорта Маган запустят вертолетные перевозки. Подробнее расскажет Дарья Короленкова. 25 судов на воздушных подушках сегодня утром приостановили пассажирские перевозки, а в 15:00 уже перестали ходить аэроботы. Возобновление пассажирских перевозок будет зависеть от обстановки на реке. Лед такой жесткий идет, не как те года. Те года как-то это проходило, такой хрупкий лед был, поэтому боты проходили намного легче. Ну и сейчас еще ухудшается. Сейчас говорят, уже скоро до остановки дойдет. Это значит, в низовье где-то, видимо, затор. В городе резко начала подниматься в районе города Якутска вода. Мы-то, конечно, всегда готовы работать. Дело в том, что нам условия нормальные, безопасные нужны. Поэтому мы лучше простоим день-два, нормализуется, потом начнем бегать. Если будет нормально, прогалинами более-менее пойдет, для аэроботов ход будет хороший, тогда аэроботы, конечно, запустим. Начиная с 16 мая пассажирские перевозки на противоположный берег осуществляются на вертолетах Ми-8. Рейсы выполняются из аэропорта Маган в село Павловск Хангаласского района. Также авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы из Якутска в Зырянку и обратно через Среднеколымск. Наблюдается самая сложная гидрологическая обстановка, поэтому временно пассажирские перевозки ограничены. Выполняются вылеты, это полярные линии, в привлечении воздушных судов тариф составляет 4000 плюс сборы. Завтра тоже ледоход планируется и ухудшение метеорологических условий, поэтому тоже будем смотреть по погоде и перевозчики будут принимать решения по сложившейся обстановке. На сегодняшний день возле Якутска наблюдается рост уровня воды. Нижняя кромка ледохода на реке Лени достигла поселка Хангаласы. В ближайшие сутки ожидается вскрытие реки на территории Намского района. Дарья Короленкова, Станислав Потапов, Якутск.